Несем СС. Здравствуйте. Я вроде не маленький. Пусть татары пусть смотрят. Несем СС. О, молодец. Зачем я перенес Куликовский Помещику сюда? какому-то. Помещику. Да, это значит, опанчик же. Это в книжке? Нет, он дал интервью в газете «Президент». А, так это значит, что в книге он напишет Куликовском. Да? Просто даю посмотреть. Куликовский бит, Может, знаешь, где был? Может быть, Я прочитал. наш- Даже теперь интересуюсь. Люди выходят на улицу, протестуют, мы не хотим здесь мусоросжигательный завод, мы не хотим здесь мусоросортировочную станцию, мы не хотим здесь полигон. Есть предложение вот ознакомиться с проектом решения. Если коротко, то мы предлагаем сейчас федеральный мониторинг по этой теме провести в рамках исполнения функции парламентского контроля. У нас с вами такая функция есть. Где буксует вот именно раздельный сбор, где у нас не дорабатывает Минприрода, где у нас Минстрой не дорабатывает, Минпром и так далее. Чтобы мы понимали, когда нам, что называется, могут начать тирать очки. Самое главное, знаете что? Что люди пишут, ну когда я вчера это выложил, там огромный поток комментариев пошел сразу же, что в школах идут сейчас занятия по раздельному сбору мусора, то есть детям это прививают, что называется, чуть ли не с детского сада. Люди говорят, у нас там на кухне стоят по несколько мешков, мы это все раскладываем, мы все это привозим туда. Но когда мы видим вот такое вот, ну, свинское, по-другому нельзя сказать, отношение, что никому ничего не надо, они говорят, у нас руки опускаются и всякая мотивация пропадает. Поэтому здесь и вы правы, с одной стороны, но с другой стороны, и действительно, без каких-то мер по стимулированию вот этих вот, я прошу прощения, просто балбесов, которые вот дезавуируют любую и дискредитируют, и выхолостят любую хорошую инициативу, это поручение президента, тоже ничего не будет. В городе и в районе организовал у себя. На моем примере, тогда Шаймиев, президент, пропустил всех, значит, ответственных товарищей, даже, значит, генерального директора оргсинтеза. И тут же в 14 регионах, значит, в 14 районах взяли, значит, козырек и отдельный дома, не на улице, значит, вот именно, значит, вот каждый, значит, я сам стоял, значит, иногда палкой, вот, ловил, поймал, значит, Палкой или с метлой? нет. С палкой от метлы. Да, от метлы. Вот, и оно у нас часы работало и зарабатывали большие деньги. Первый раз Шаймиев приехал, он, значит, вот смотрит на этих, значит, вот товарищей, которые пакуют, значит, вот там картон, бумага, а другие, значит, вот там полиэтилен. Вот. Где взял этих, говорит, людей? Я смеюсь. Он начал ругаться. Чего, говорит, над столиком смеешься? Я говорю, они же по случаю вашего приезда только появились сегодня. Они же, которые 29 гектаров была, значит, городская свалка, там... Да, перерабатывать. Сейчас. То есть производство было? Хорошо назову. Набережные Челны, 200 километров, значит, от этого города Нурлата. Это самый юг. Набережные Челны, картонно-бумажный комбинат. О, значит, все Вот правильно, готовые. молодец. Дальше 200 километров в Тольятти, бутылка, значит, готовое стекло для автомобилей.